Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит в одном из аятов: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Мы заповедовали тем, которым было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Также в одном из аятов Всевышний Аллах говорит: «Я айюхан насу аттаку раббакум аллади халакакум мин нафси вахида, ва халака минха завджаха, ва басса минхума риджалан касиран ва нисаа, ваттаку Аллаха аллади тасаалуна бихи вал архам, инна Аллаха кана алейкум ракиба». О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека и сотворил из него пару ему и расселил по земле множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы обращаетесь друг к другу, и бойтесь разрывать родственные связи, поистине Аллах наблюдает за вами. Также Всевышний Аллах говорит: «Я айюхалладина аману аттакуллаха хакка тукатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О мусульмане! Каждый разумный человек знает и признает, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля вложил в сотворение Вселенной со всем, что в ней есть, вложил определенный смысл, определенную мудрость. И все, что происходит в ней, и хорошее, и, как нам кажется, плохое, происходит по его воле. И ученые единодушны о том, что таухид, единобожие, означает следующее, чтобы верующий должен засвидетельствовать, что только Всевышний Аллах достоин поклонения. Это поклонение одному лишь Аллаху и отказ от предавания Ему сотоварищей. Человек, сердце которого наполняет эта великая истина, не может исполнять свои обязанности перед Всевышним Аллаха лениво и нерадиво, полагаясь только на предопределение Всевышнего Аллаха и на Его абсолютное господство. Это господство, оно предполагает собой то, что все, что происходит в этом мире, все, что происходит во Вселенной, происходит по Его воле. Однако вовсе не означает, что человек должен плыть по течению. Ничего не предпринимал. Это неправильное понимание единобожия, и это отклонение от него. Отклонение в уме и отклонение в акиде. Как говорят об этом ученые, что на сегодняшний день огромное количество людей совершают злодеяния и оправдывают свои злодеяния предопределением Всевышнего Аллаха. Я совершил то-то и то-то, так предопределил Всевышний Аллах. Но ты же знал, к чему это приведет. Ты же совершал, стремясь к чему-то. И тебе Аллах Субханаху ва Тааля привел к тому, к чему ты стремился. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «И'малу факуллу муяссирин лима хулика лах». Совершайте дела, ибо каждому Всевышний Аллах облегчает то, для чего он сотворен. Также Всевышний Аллах говорит в своей книге: «Фаамма ман а'та ваттака, ва саддака биль хусна, фасануяссируху лиль юсра». Тому, кто делал пожертвование, кто делал садака, тому, кто был богобоязненен, кто признавал наилучшее, то есть иман и акиду, мы облегчим путь к легчайшему, говорит Всевышний Аллах. «Ва амма ман бахля вастагна», а тому, кто был скуп, был жаден и полагал, что он ни в чем не нуждается, «Ва кадзаба биль хусна», и считал ложью наилучшее, «Фасануяссируху лиль усра», говорит Всевышний Аллах, мы облегчаем ему путь к тягчайшему. Твои поступки определяют то, к чему стремится твое сердце. И если твое сердце стремится к плохому, то ты и будешь совершать плохое.
и твои поступки никак не будут оправданы предопределением Всевышнего Аллаха, что Всевышний Аллах так тебя предопределил. Однако ты стремился к нему, к этому злу, и ты получил то, к чему ты стремился. О рабы Аллаха! Существует также такой вид убеждений, или стыдно его назвать верой, однако это убеждение, на обладателя которого распространяются нормы шариата. То есть такой человек считается братом-мусульманином, и мы относимся к нему как к мусульманину. В том числе то, что касается женитьбы, наследования. Однако эта вера не приносит ему счастья в этом мире и не приносит ему пользы в следующем мире. Это убеждение лицемеров, которые показывают людям одно, скрывая в своих душах другое. И мы знаем, что лицемерие, оно бывает двух видов. Первый вид – это лицемеры, которые знают, что они лицемеры. Они знают, что они скрывают в своем сердце неверие и ложно, нарочно проявляют в своих деяниях иман. Второй вид лицемерия, когда человек не знает, что он лицемер, однако деяния его указывают на это. Деяния его, поступки его показывают нам это. И именно этого вида лицемерия боялся такой человек, праведный халиф, как Умар ибн Хаттаб, боялся оказаться в списке тех лицемеров, которые не знают, что они лицемеры. Что же касается веры, которая делает человека счастливым в этом мире и преуспевшим в мире вечном, то это искренний иман, искренняя вера, которую человек не просто показывает людям, не просто демонстрирует своими поступками или своими словами. У многих лицемеров только слова, даже поступков нету. Если лицемеры времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, совершали вместе с ним великие виды поклонений, то сейчас в основном это всего лишь слова, красивые слова. Вера – это то, на чем на самом деле живет человек, живет его сердце. О том, есть ли в сердце человека такая вера, знает только Всевышний Аллах, знающий сокровенное, и мы с вами узнаем только об этом в судный день. Суфьян ас-Саури и Ибн аль-Мубарак говорили, что мы считаем людей верующими и распространяем на них нормы шариата и наследования, однако мы не знаем, являются ли они таковыми у Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый брат должен бояться за себя, бояться впасть в такой вид заблуждения, такой вид неверия, лицемерия, о котором он не знает. Проверяет себя, проверяет свои поступки. Не обольщайся же, о раб Аллаха, тем, что до сих пор Аллах Субханаху ва Тааля покрывает таких людей. Или тот, кто знает о себе, а мы знаем, что каждый раб Аллаха знает о себе, знает, что он делает, знает, какие грехи он скрывает, знает, что у него в душе. И если Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля до сих пор тебя покрывал, не наказывал за твои грехи, и пусть незнание людьми твоей истинной природы не обольщает тебя, не побуждает тебя и дальше обманываться и обманывать других, лицемерить и следовать путем заблуждения. В наше время, когда многие люди отдалились от религии, забыли ее, исказились понятия, нарушились принципы нашей религии. Некоторые считают, что для того, чтобы стать верующим, человеку достаточно всего лишь слов, достаточно всего лишь сказать «Ля иляха илля, достаточно сказать, что он верующий. Даже если сердце его нечестиво, порочно, сердца наполнены сомнениями, а сомнения никогда не будет. Это условие принятия твоих дел, что сомнение в сердце, сомнение в имане, сомнение в убеждении – это то, что нарушает иман. Сердца многих на сегодняшний день полны сомнений. Сомнению сеется, и мы даем доступ к сердцам этим сомнениям через социальные сети, через гаджеты, которыми мы пользуемся, читаем все, что попало, слушаем, кого попало, не
фильтруем информацию, которая к нам попадает. И если таковы убеждения людей заблуждения, которые считают, что только слова, только достаточно сказать, что я верующий, достаточно сказать, что он мусульманин, этого будет достаточно. Не нужны деяния, не нужны намазы, не нужны посты. Что же касается убеждения приверженцев сунны, то они придерживаются золотой середины. Они говорят, что вера — это убеждение в сердце и действие органами тела. И люди должны не только верить в то, что нам сообщили посланники, мир им всем, но и повиноваться им. Повиноваться и выполнять то, что они велели. Вера в посланника, саллаллаху алейхи вассалям, не будет считаться действительно, если человек напрочь отказывается подчиняться ему. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Вама арсальна мир расулин илля лиютаа биизниллах». Мы отправили посланников только для того, чтобы им подчинялись дозволения Аллаха. Приверженцы сунны также говорят о том, что действие — это следствие убеждений твоего сердца, следствие действий твоего сердца. Это неотделимые вещи. Если в сердце есть знание, есть желание, то оно непременно передает телу. И тело не может делать то, что не желает делать сердце. То есть сердце и деяния человека взаимосвязаны. Деяния выполняют только то, что желает твое сердце. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил, что в каждой плоти есть кусочек мышц. Если оно праведное, то и праведное все тело. Если оно нечестиво, то нечестиво все тело, и поистине это сердце. И истинный иман, истинная вера, она рождает в сердце таква, богобоязненность, которая передается телу, делая его благим и побуждает его к совершению благих. И отдаление от всего зла, насколько это возможно. А если сердце проявляет слабость и совершает нечто запретное, то оно сразу же начинает сожалеть о содеянном. Таково положение сердца верующего, что каждый верующий ошибается, каждый верующий совершает нечто, какие-то поступки. Но сердце верующего и сердце лицемерия отличаются тем, что сердце верующего всегда направляет его. И если такой верующий раб Аллаха совершает нечто запретное, то сердце начинает биться, сердце начинает стучать, сердце начинает напоминать и сожалеть о содеянном, заставляет своего обладателя просить у Аллаха прощения и покаяния. Или же оно заставляет своего обладателя совершать как можно больше благих поступков. Потому что Всевышний Аллах говорит: «Инналь хасаната юзхибна сайиат». Поистине благие поступки стирают с собой злодеяния. И если вера человека искренняя, и у него живое сердце, он устремился к Аллаху, как устремляется человек, оказавшийся в безвыходном положении, преисполненный смирения и сожаления перед Всевышним Аллахом. И вера человека заставляет его делать то, что приносит ему пользу в этих обоих мирах. Как говорил один из обладателей знания, что здоровое сердце не перестанет бить своего обладателя, тело, в котором он находится, пока он не вернется к своему Господу и не покорится ему, и не устремится к нему, как не устремляется тот, кто находится в безвыходном положении. Если в сердце пустота, которую не заполнит ничто и никто, кроме Всевышнего Аллаха, то это болезнь. В нем есть болезнь, которую не исцелит ничто, кроме искреннего покаяния, искреннего обращения к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И только установив прочную связь между своим сердцем и между своим Создателем, человек начинает чувствовать жизнь по-настоящему. Когда его сердце связано с Аллахом Азза ва Джаль, он перестает нуждаться в ком-либо, в чем-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Он перестает нуждаться в его творениях и начинает возвеличивать своего Господа. И мой брат по вере, если ты желаешь проверить, здоровое у тебя сердце или оно поражено недугом, посмотри, насколько ты
возвеличиваешь своего Господа, насколько ты возвеличиваешь Аллаха Субханаху ва Тааля посредством выполнения того, что Он тебе приказал, и отстранения от того, что Он тебе запретил. Всевышний Аллах говорит: «Вама кадаруллаха хакка кадарих». Не ценили они Аллаха должным образом. То есть не ценили, имеется в виду, что не относились к Его запретам, к Его установлениям с должной серьезностью, с должной ответственностью, которая возлагается на человека. И посмотри также, насколько смиренным и богобоязненным бываешь ты во время своих намазов, потому что смирение в молитве – это из признаков имана обладателей веры. Всевышний Аллах, описывая верующих, говорит: «Кад афляхаль му'минун», преуспели верующие, алладина хум фи салатихим хашиун, которые в своих намазах проявляют смирение. Акулу ма тасмаун, астагфируллаха ли ва лакум ва лисаилил муслимин мин кулли дзамб, фастагфируху иннаху хувал гафурур рахим. О мои братья! Также к истинным убеждениям относится такой пункт или такая основа, как признавать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве посланника, возвеличивать его. И возвеличивать посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, мы должны посредством следования ему, посредством покорности ему, того, что он нам велел, и отдаления от того, что он нам запретил. Кроме того, что мы должны поклоняться Аллаху азза ва джаль только так, как Он узаконил это для нас в своей сунне, в своей религии. Мы должны любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, больше самих себя, больше своих семей, своего имущества, своих детей и больше, чем всех людей в этом мире. Как говорит об этом Всевышний Аллах: «Куль ин кана абаакум, ва абнаакум, ва ихванакум, ва азваджакум, ва аширатакум, ва амвалун ктарафтумуха, ва тиджаратун тахшауна касадаха, ва масакина тардаунаха, ахабба илейкум мин Аллахи ва расулих, ва джихадин фи сабилих, фатараббасу хатта яти Аллаху би амрих, валлаху ла яхдил каум аль-фасикин». Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, ваше имущество, которое вы приобрели, торговля, застоя, в которой вы боитесь, ваше жилище, которое вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, и усердие на Его пути, то ждите, пока не придет веление от Аллаха. Поистине Аллах не наставляет напрямую нечестивых людей. Также Анас, ради Аллаху анх, передает о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не уверует никто из вас подлинной, настоящей верой до тех пор, покуда не полюбит меня больше, чем своих детей, своего отца и всех людей вместе». Однако эта любовь, братья, она ограничена нормами шариата. Верующий не должен своей любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проявлять чрезмерство, нарушать границы, установленные Аллахом. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не должна нас приводить к тому, что мы должны поклоняться Ему, как поклоняемся Всевышнему Аллаху, обращаться к Нему с дуа и проявлять к Нему любые другие из видов поклонения. Однако во все времена находятся люди, которые чрезмерно восхваляют посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, превозносят его. Это считается заблуждением, это считается порицаемым, ведь сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал нас проявлять к нему преувеличение в его восхвале. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оберегал единобожие, перекрывал все пути, которые ведут к ширку. Когда же к нему явилась делегация, члены которой сказали ему: «Ты наш господин», на что он сказал: «Кулю бикауликум аубади кауликум, валя ястаджзиеннакум шайтан». Говорите ваши слова или любые другие слова, однако пусть шайтан не вовлекает вас, не отвлекает вас, или шайтан не использует вас, ваши слова. На сегодняшний день люди, проявляя любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, отмечают как-то его день рождения.
Хотя на самом деле это деяние исправлений заблуждений, исправлений того, что не делали ни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни сподвижники, ни лучшие поколения, которые следовали за ними. Перед смертью пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерег людей от чрезмерного восхваления. При вознесении его сказал: «Не превозносите меня так, как христиане превозносят Аису, сына Марии, поистине я раб Аллаха, так говорите же, раб Аллаха и его посланник». О рабы Аллаха! Правильность убеждения является неприемлемым условием прощения грехов и вхождения в рай. Неправильные убеждения и распространение заблуждений среди мусульман – одно из главных препятствий на пути вхождения, на пути возрождения мусульманской общины и вхождения в рай. И мусульмане не дождутся помощи от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, покуда их убеждения, покуда их деяния не будут утверждены нормами нашей религии, нормами, которые установил сам Всевышний Аллах или его пророк, алейхиссалату вассалам.